Республика, привет! Осень становится все отчетливее. В лужах, помимо своего отражения, мы видим еще и желтые листья. Тоненькие плащи уже сменяются на шерстяные пальто, а чай с медом стал постоянным спутником прохладных вечеров. Эх, ну романтичная же пора! Это время года можно, конечно, не любить, но мы так делать не советуем. А если хандра все же ощущается регулярно, я вам выписываю прием информационно-развлекательной программы «Студия-11». Чем удивим сегодня, сейчас узнаете. А кто где? Главное, что обе на ковре. Сыктывкар посетили гимнастки Дина и Арина Аверины. На любые хотелки. Быть лучшим не только приятно, но еще и прибыльно. 140 лет со дня рождения Журавского. История об исследователе Севера Коми. На прошлых выходных Сыктывкар посетили знаменитые близняшки-гимнастки. Думаю, вы уже догадались, о ком речь. Многократные чемпионки России, Европы и мира Дина и Арина Аверины. Они провели мастер-класс для маленьких спортсменок. 140 девчонок с радостными криками встретили своих кумиров. О том, чему учит гимнастика и как различать близняшек, узнала моя коллега Мария Дымова. Ничего нет невозможного. Так именитые гимнастки назвали свой тур. И вовсе не зря, ведь он стал самым масштабным в истории художественной гимнастики. Тур охватил 14 городов, от южного Сочи до северного Сыктывкара. Идею тура гимнасткам предложили их тренер и хореограф. Сестры долго не думали и принялись за работу. Название подобрали вдохновляющее. «Нет ничего невозможного» – девиз Дины и Арины на протяжении всей карьеры. Когда мы шли, мы всегда говорили, что нет ничего невозможного, и реально нет ничего невозможного. Вот сколько детей сейчас счастливы, и особенно здесь мы прилетели. Они, мне кажется, тут нас дольше всех ждали, вот именно в Сыктывкаре. Ну, потому что город такой не особо большой, это не Москва, не Питер и даже не Нижний Новгород, и нет возможности приехать к нам в Москву, в ту же даже, там на тренировку или на мастер-класс, и поэтому, мне кажется, для них большое счастье, что мы сюда приехали. Наши юные гимнастки и правда были в восторге. Они подготовили плакаты со словами поддержки и портретами чемпионок. Даже на рисунках Дина и Арина похожи, как две капли воды. Но поклонницы без проблем различают сестер-близняшек, хоть и впервые видят их вживую. Подходят и говорят: ой, а вы Дина Алексеевна, а вы Арина. И мы говорим: да, как вы нас отличаете? Они очень много про нас смотрят и знают уже отличия там, по лицу, по глазам, по голосу, по манере там работать с предметами, да. Движением, поэтому как-то они сами находят отличия эти, различают. Сестры пожелали юным спортсменкам любить свое дело, ходить в зал с удовольствием и, конечно же, здоровья. Без него в спорте никуда. Гимнастика помогает формировать правильную осанку и красивую фигуру, а также воспитывает ответственность и закаляет характер, поделились сестры Аверины. Этот мастер-класс юные гимнастки запомнят навсегда, ведь не так часто выпадает возможность взять урок у многократных чемпионок Европы и мира. Хотя кто знает, может среди этих маленьких спортсменок есть звездочки, которые в будущем покорят мир художественной гимнастики и сами будут проводить мастер-классы. С 1993 года Российская Федерация поддерживает лучших студентов и аспирантов посредством стипендий президента и правительства Российской Федерации, делая вклад в образование и науку, а вместе с тем и в будущее страны. А теперь позвольте представить наших студентов-стипендиатов СГУ имени Петерима Сорокина. Это студент юридического института Роман Королев, он получит стипендию президента Российской Федерации, и студентка Института культуры и искусства Анастасия Пименова. Она удостоена стипендии правительства РФ. Наш Северин пообщался со студентами, которые точно не прогуливают пары. Ребят, первым делом поздравляю, что вы стали стипендиатами президента Российской Федерации, правительства. Скажите, как решили участвовать? Я знаю, что вы проявили довольно серьезную самостоятельность, да, Анастасия? Ну да, но вообще предложил преподаватель податься. То есть он в тебе разглядел, что ты достойный кандидат, получается? Ну да. Что учитывается, Роман, расскажи ты, пожалуйста, что учитывается при подаче заявки на такие серьезные стипендии? Ну, к стипендиатам президента предъявляются очень серьезные требования. Во-первых, это
отсутствие академических задолженностей и троек за весь период обучения, ну, отсутствие троек за два последних года, за 4 сессии, наличие научных публикаций в журналах, индексируемых Российским индексом научного цитирования, и наличие первых мест за победы в всероссийских, региональных, окружных, международных конкурсах. Кроме этого, ну, для аспирантов там еще различные научные разработки, но нас это не касается. Анастасия, я знаю, что ваши проекты тоже уже часть реализованы, часть какие-то должны реализоваться, да, в ближайшее время? Расскажите немножко. Связанные причем тоже с разным вузом. Получается, проект, с которым я участвовала в конференциях, который был успешно опробирован на конференциях и получил даже призовые места. Я подала недавно грант в Росмолодежь и сейчас жду результатов. Надеюсь, что грант одобрят. Ну вот, что касаемо вуза, вы разрабатывали дизайн проекта тоже. Для чего здесь? Да, получается, это была как курсовая работа. Мы выполняли заказ для университета, разрабатывали дизайны учебных кабинетов. И у вас уже есть работа тоже с известными людьми, изданиями нашей республики. Какими? Да, я, получается, работаю с журналом «Йолога», делаю для них иллюстрации. Также я работала с Бутаревой Галиной Васильевной. Мы вместе с ней издавали альбом «Графика». Также я делала обложку для Елены Габовой, для ее новой книги. Ну что ж, это здорово. Роман, а чем можете похвастаться вы? Ну, среди документов, которые я подавал на конкурсы на стипендию президента, были несколько научных публикаций, связанных с уголовным процессом, с уголовным правом, опубликованы и представлены на всероссийских конференциях юридических. Кроме этого... То есть они были как-то оценены высоко, видимо? Ну, видимо, да. Ну, они вошли в сборники, которые опубликованы в Российском индексе научного цитирования. Кроме этого, я являюсь победителем Всероссийской олимпиады. Я профессионал по направлению юриспруденция, по профилю уголовное право. И, кроме этого, являюсь победителем нескольких международных всероссийских конкурсов социальной рекламы, где работы были связаны как раз-таки с правом. И в заключение, что пожелаете ребятам, которые, может быть, стесняются подать какие-то свои, да, работы, участвовать в таких престижных конкурсах, событиях? Что можете пожелать? Никогда не бояться, не стесняться, потому что я, если честно, тоже совсем не думала, что удостоюсь этой стипендии, но все-таки все получилось, стараться, стремиться, идти к своим целям. Роман, у тебя? Ну, я считаю, что все студенты должны принимать участие во внеучебной деятельности, и я считаю, что каждый студент должен писать научные статьи, это обязательно, если он хочет в дальнейшем как-то реализоваться, и в том числе и поступить в магистратуру, потому что магистратуры ведущих вузов требуют наличия научных публикаций, и участвовать в конкурсах, потому что это им поможет, во-первых, наладить свои коммуникативные навыки, во-вторых, возможно, открыть себе какие-то интересные особенности и таланты. Ну что, ребят, мы вам желаем новых научных достижений, чтобы вы развивались как личности, как профессионалы в будущем. Надеемся увидеть работы в каких-то более масштабных там, галереях, может быть, еще где-нибудь, может быть, в масштабах страны. Ну и, Роман, ну и тебе в твоем поле деятельности тоже удачи желаем. Спасибо. Сегодня исполняется 140 лет со дня рождения Андрея Владимировича Журавского, пионера русского севера. Ученого, который в начале 20 века открыл для научного сообщества Усть-Цильму и Печорский край. В старинном селе сейчас находится историко-мемориальный музей Журавского. Его именем названы поселок, где располагалась Печорская опытная станция, улица в Сыктывкаре, Институт агробиотехнологий Коми-научного центра. Дело его жизни продолжается, а Усть-Цильма до сих пор привлекает внимание исследователей из разных уголков России. Каждый исследователь открывает Усть-Цильму заново. Этим летом на горочных чтениях мы встретили Андрея Головнева, директора Кунсткамеры, Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук. В нашем приполярном селе он впервые. По словам ученого, Россия – это не Запад и не Восток, это Север. Сейчас он пишет книгу о северности, и одна из глав будет посвящена Ижме и Усть-Цильме. Здесь настоящий север. И настоящие северные отношения, они очень открытые. На севере живут люди, которые, как утверждает наука, властны над собственной судьбой.
Это высокая философия, которая позволяет человеку распоряжаться своей судьбой и с огромным уважением относиться к судьбе ближнего своего, другого человека. В этом заповедном крае, где сохранилась древлерусская культура, исследователи изучают старообрядческие иконы, медное культовое литье, уникальные старопечатные и рукописные книги, фольклор, ремесла, народный костюм. Всего не перечислить. Об этом северном селе, которое в июле отметило 480 лет, написано десятки, если не сотни книг. Но первым, кто открыл Печорский край и его сердце Усть-Цильму, был студент Петербургского университета Андрей Журавский. На первом курсе университета, казалось, неожиданно для всех черноглазый, стремительный и вспыльчивый студент Журавский заболел Печорским краем. Сам же Андрей отчетливо помнил миг своего заболевания. Было это на лекции профессора-геолога Феодосия Николаевича Чернышова, прославившегося недавно классическими исследованиями Тимана. «Север наш со своими подземными богатствами, — читал вдохновенно профессор, — как сказочный сонный богатырь, ждет странника живой водой, чтобы воспрянуть во всей своей мощи и значении». «Я чувствую властный внутренний зов Печорского края, и с ним моя нераздельная судьба. Я и мертвым хочу остаться с ним», – писал Журавский своим родным в Петербург. И эти слова оказались пророческими. В Усть-Цильме его могила, его дом, здесь он нашел жену, здесь родились его дети, отсюда он уезжал в свои долгие экспедиции, здесь писал научные и публицистические работы, доказывая, что север вовсе не пустолежащая, вечно мерзлая территория, а перспективный регион. В последний период жизни Журавский продвигал идею широкого хозяйственного освоения русского севера. В 1908-м он изложил свои взгляды премьер-министру Петру Столыпину, а год спустя лично докладывал о природе и нуждах севера императору Николаю II. Уже в наше время ученые Коми назвали научный прогноз Андрея Журавского гениальным. Смотрите сегодня на Юргане в 20:00 специальный репортаж, а в 12:25 «Плач по Журавскому», записанный в 1942 году фольклористами от Авдотьи Носовой, которая знала исследователя лично. Фрагмент «Плача» восстановлен в сентябре этого года научным сотрудником Усть-Цильмского историка мемориального музея Марией Каневой и был исполнен в Сыктывкаре в Национальном музее Коми. Способность наслаждаться моментом – великий дар. Не жить в думах о будущем или не тосковать о прошлом. Потому давайте наполнять каждое мгновение нашей жизни светлыми эмоциями. Прямо сейчас мы берем небольшой перерыв. Проведите его с пользой. Скоро увидимся. И снова привет всем, кто не может представить себе жизнь без хорошего настроения. В эфире «Студия 11» и впереди 10 минут инфозабега со знаком «Плюс». Чем богата наша вторая часть эфира, узнаем из анонса. Как приручить зебру? Говорите с детьми о ПДД. Смешнульки из мировой паутины. Обзор прикольных видео с пушистыми. Солнцезамещение. Почему важно принимать D3? Уже 25 сентября в Сыктывкарскую епархию ожидается прибытие ковчега с мощами преподобного Серафима Саровского из Дивеевского монастыря. В столице Коми прикоснуться к ним можно будет в Свято-Стефановском кафедральном соборе. Для православного мира это большое событие. Действительно, это большая радость. Сам Серафим Саровский такой радостный, святой, пасхальный. Всех приветствовал, обращаясь. Радость моя. Люди стремятся к радости всегда. Прибытие мощей святого в наш город, конечно, это большая радость приобщиться, когда святыни прикоснуться. Господь дает благодать через мощи святых, дает божественную энергию, приносить все тягости, лишения, бороться с трудностями. Мир, так сказать, наш не устроен, скажем так, да. И в любом случае, любой радости, для меня духовная радость, не какой-то мирской, который, так сказать, всякая радость, она быстро, часто печаль обращается, но духовная радость, она не прекращается. Также вот Серафим Саровский нам явился здесь, к нам на Коми землю. И думаю, что нам тоже это вот такое большое, такая рука помощи от Бога. Господь нам посылает святого через его мощи нетленные. Народ русский его любит, действительно, что он здесь такой русский святой, простой, из народа.
Прикоснуться к мощам в Сыктывкаре можно с 25 по 30 сентября и с 3 по 5 октября. В Сосногорске 1 и 2 октября. Научить детей правильно переходить проезжую часть дороги нужно, но сложно. Дело в том, что в силу психофизиологических особенностей ребятам не просто адекватно оценивать дорожную обстановку. Но случай не учитывает этот нюанс, чем вводит взрослых в ужас. Как же все-таки приручить зебру, спросим у гостя нашей студии Артема Станкевича. Артем, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем со статистики ДТП с детьми. Сколько их, допустим, в этом году было? В городе Сыктывкаре за 8 месяцев текущего года произошло 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых 31 ребенок пострадал. Это дети до 16 лет. Кроме того, у нас есть еще 10 подростков, пострадавших в ДТП в возрасте от 16 до 18 лет. В прошлом году детей было больше. Произошло 30 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 30 несовершеннолетних пострадало, и 11 подростков получили травмы различной степени тяжести в ДТП. То есть статистика, она меняется в лучшую сторону, и многим благодаря вашим усилиям. Я знаю, что вы проводите активную профилактическую работу. В чем она заключается? Да, естественно, мы трудимся для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, а особенно самой ценной категорией участников дорожного движения – это дети. У нас традиционно в начале сентября проходит профилактическое мероприятие «Внимание, дети». Оно проходит у нас в течение 2-3 недель. За это время мы, все сотрудники госавтоинспекции, во-первых, дежурим у образовательных учреждений, у школ, у детских садов, в утренние часы, когда дети идут в школу, когда детей подвозят в школы. То есть мы следим, где дети переходят проезжую часть дороги, то есть это должен быть только пешеходный переход. Следим, как они это делают, следим за родителями, как они подвозят несовершеннолетних к образовательным учреждениям. Кроме того, посещаем школы с профилактическими беседами, посещаем детские сады с практическими занятиями, то есть для разной категории возрастной детей, естественно, разные занятия. Ну и, конечно же, ходим к студентам с видеолекториями и лекториями. Я, кстати, знаю, что совсем недавно вы порадовали зрителей ваших социальных сетей, те, кто следит как раз за группами вашими ВКонтакте, например, видео. Недавно начали снимать. Как вообще, заходит ли такой формат зрителям? Стоит отметить, что это не первый видеоролик, который записываем мы, отдел ГИБДД города Сыктывкара. С помощью видеоролика мы доносим нашу информацию до более масштабного слоя населения. То есть если мы идем с профбеседами, либо на родительские собрания, то есть на каждом родительском собрании 30 человек. Когда мы сделали вот такой видеоролик, он публикуется на наших сайтах МВД и у ГИБДД по республике, он публикуется на сайтах Управления образования, Управления дошкольного образования, на официальных сайтах всех образовательных учреждений и, конечно же, в социальных группах родителей. Я знаю, что вы родители. Хотелось бы все-таки с вами пообщаться не как с сотрудником, а как с отцом. Вот вы, когда с малышом своим гуляете, уже как-то знакомите его с зеброй или с другими дорожными правилами? Конечно же, да. Всем родителям нужно понимать, что обучение правилам дорожного движения должно происходить с самого раннего возраста. Начинаем с перевозки его в салоне транспортного средства. Если родители перевозят ребенка, начиная с автолюльки, то никаких проблем ни с автокреслом, ни с бустером у ребенка не будет. Многие обращаются, что ребенок не сидит в кресле. Если его перевозить с младенческого возраста в автокреслах, в автолюльках, никаких проблем не будет. То же самое с пешеходного перехода. Я своей дочери с самого раннего детства, как она начала ходить, сразу же начали показывать, что такое зебра, где она, как она нарисована, что такое дорожный знак, пешеходный переход, как он выглядит, что нужно обязательно смотреть по сторонам. И самое главное, для ребенка дожидаться полной остановки всех транспортных средств перед пешеходным переходом. Артем, спасибо вам большое за беседу. Надеемся, что встретимся с вами и обсудим еще что-нибудь интересное. Благодарю. Спасибо. А теперь пришло время для смешных видео из интернета. Признаюсь, это моя самая любимая часть выпуска. Особенно, когда главные действующие лица сих комедий хвостатые, полосатые. И начнем наш просмотр с осенней радости. Чтоб мне так радовались, как этот пес опавшим листьям. Замечательный собакен излучает счастье. Не то, что парень из следующего ролика. Ему палец в рот не клади. Его рот создан для угощений. А если прикормить откажешься, сами увидите, что будет. Эх,
солнышко становится все меньше. Получается, золотистого загара нам не видать до следующего лета. Но это не единственное, что дарит нам солнце. Под действием ультрафиолетовых лучей синтезируется D3. А чем он полезен, узнаем из нашего следующего материала. Вообще витамином D3 его говорить неправильно, потому что на самом деле это не витамин D3, это гормон D3. И в зарубежных публикациях он звучит как гормон D3, холекальциферол, а не как витамины. Зачем нам нужен витамин D3? Прежде всего, это формирование защитных собственных антител. Особенно в последний период, когда нас накрыла волна всевозможных нехороших эпидемий, иметь хороший титр собственных защитных антител стало очень и очень актуально. Дальше. Гормон D3 нужен нам для здоровья наших костей. Это нормализация уровня кальция и фосфора. Это синтез коллагена, это рост белка мышечной ткани. Это профилактика саркопении. Саркопения – это процесс мышечной дистрофии, когда с возрастом теряется объем мышечной массы. Это снижение рисков инфаркта, инсульта, это снижение аллергии, урежение приступов бронхиальной астмы. И у гормона D3 есть удивительная особенность – это снижение любого воспалительного процесса в нашем организме. Каждому человеку требуется своя индивидуальная доза D3. После того, когда человек идет и сдает кровь на витамин 25OH D3, назначается, высчитывается доктором, подчеркиваю, доктором, не самостоятельно, высчитывается определенная доза. В течение 2 месяцев эта доза повышается, и в течение 3-го месяца эта доза несколько снижается. То есть у нас сначала идет нагрузочная большая доза, потом средняя усредненная доза, и раз в 3 месяца человек обязан перепроверять свой уровень витамина D3. Где хранится витамин D в нашем организме? К сожалению, в жировой ткани. Для того, чтобы витамин D3 хорошо работал, мы должны сжигать жировую ткань. Что для этого надо? Кардионагрузки, фитнес, обычная европейская норма – это 10 тысяч шагов в сутки, интенсивное занятие спортом. Какие добавки с витамином D3 бывают? На вкус и цвет товарища нет, любая цена, любая аптека. Колоссальное количество витамина D3 – это, наверное, сейчас самый покупаемый лекарственный препарат, на что обратить внимание. Хороший витамин D3 дешевым не бывает. На сегодняшний момент это сразу хочу сказать. Почему? На сегодняшний момент D3 в основном получают из жирных сортов рыбы, особенно из жира печени трески. На сегодняшний момент фирмы, которые производят в промышленных больших масштабах витамин D3, проводят тест на наличие тяжелых металлов. На сегодняшний момент, если вы покупаете дешевый витамин D3, скорее всего, этот тест не был проведен, поэтому качество этой продукции под знаком вопроса. Поэтому эту продукцию я бы вам не рекомендовал. Это жирорастворимый витамин, поэтому его принимать надо обязательно, если в пище присутствует небольшое количество жирной пищи. Например, маленький кусочек сала, маленький кусочек жирной рыбы, небольшое количество сливочного масла. Витаминизируйтесь, радуйтесь жизни и почаще улыбайтесь. В эфире была программа «Студия 11». Меня зовут Алена Туркина. Пока-пока.